Излюбленное место отдыха уже спустя несколько дней будет не узнать. Берег полностью вычищен, вода постепенно становится светлее. Местный водоем подпадает под федеральный проект сохранения уникальных водных объектов. Поэтому здесь необходима полноценная реабилитация. Тут начаты работы по экологической реабилитации и восстановлению данного водного объекта. Финансирование данного мероприятия осуществляется в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». В мае месяце разыгран тендер, заключен, подписан госконтракт. Уже дней 10-11 здесь начаты подготовительные работы, ведутся подготовительные работы на данном пруду. Прошло не так много времени, однако прогресс налицо. Чтобы не затягивать со сроками, работа ведется сразу по нескольким направлениям. Грузовая техника занята береговыми работами, а воду очищает специальное механическое приспособление. С помощью земснаряда срезаются и листы отложения. Работа кропотливая и займет немало времени, ведь по подсчетам в водоеме примерно 142 тысячи кубов илистого грунта. Борз Али Бибулатов – рыбак со стажем. На пруду бывает через день. Наблюдать, как родной водоем потихоньку приходит в хорошее состояние, приятно, признается Борз Али. Ведь местный житель помнит, какое живописное место здесь было раньше. В то время, когда они строили этот пруд, я помню, я пацаном был. Когда построили, тогда пляж был, лодки были, вышки были, прыгали. Те года. А сейчас вот начали строиться, молодцы. Я доволен. Прекрасно, просто приятно смотреть, понимаете? Для чего? Для своего народа делают люди. Сейчас водоем непригоден для купания, да и рыба потихоньку вымирает. Все из-за ила и нехватки кислорода. Очистка не только восстановит жизнь в водоеме, но и станет настоящим подарком для местных жителей. Ведь городской пруд всегда был визитной карточкой Карабулака. Создание благоприятных условий – это в первую очередь будет отражаться на инвестиционный климат, для создания благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства вокруг городского пруда, также для отдыха и досуга населения. Со стороны администрации на этот объект уделяется особое внимание. В лице главы ведется постоянный контроль за реализацией данного проекта, так как это придает такой благоприятный климат для города и для организации досуга населения. После выемки донных отложений и выравнивания береговых откосов на площади более чем 14 гектаров будет уложена специальная георешетка. Донный грунт будет высушен и вывезен на полигон в Сунджу. Если все будет проходить по плану, работа будет завершена к декабрю этого года. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.